мне посчастливилось работать постоянно в представительстве Республики Татарстан, и мне посчастливилось работать с обкором агентства «Татар-Информ». И были годы, когда у меня в Казани было два начальника. Это Акулов Тимур Юрьевич и Богданов Кубер Андреевич. Обоих я помню, очень люблю, уважаю, и они меня много приютили. Для меня это было еще важно потому, что я сам окончил Ленинградский университет и получил специальность журналиста. Но так случилось, что идеологию коммунизма не воспринимал я, в партию не вступал и остался без специальности, без работы. И только уже, когда началась перестройка, когда не стало Советского Союза, когда исчезла цензура, это 6-е главное управление по охране государственной печати, на старости лет я уже решил, раз мне Аллах дал долгую жизнь, то надо ее максимально использовать для пользы своего народа. Я написал около 10 книг. Ряд книг я сейчас покажу и оставлю руководителю делегации. Вы передадите ему. А часть книг генеральный спонсор Алишев Шамиль Абдулович, он потом вам вручит по 2 тома каждому. Значит, что я хочу сказать? Ну, во-первых, татары были первыми строителями Санкт-Петербурга. Об этом раньше никогда не было слышно. А сейчас, благодаря нашей журналистской и писательской деятельности, неоднократно слышал, и по радио говорили, по телевидению говорили, татары были первым строителем Санкт-Петербурга. Петр I, хоть сам был наполовину татарин, мать его Нарышкина наполовину татарка, ой, она была татарка, то что, например, татарин. Но татар не очень любил и на всякие опасные работы посылал. И вот когда он задумал строить Санкт-Петербург, то в первую очередь были присланы сюда татары. Это из Московской губернии, Казанской губернии и Сибирской губернии. Потом со временем сибирские перестали брать, но с каждого двора, откуда должен был призываться рекрут, брали по 10 рублей. Такая были очень большие деньги. И вот татары начали строить Санкт-Петербург, и строительство началось с Заячьего острова, там, где сейчас расположена Петропавловская крепость, где похоронен император Российской империи. Через год буквально часть татар послали в Кронштадт. Кронштадт родился в 1704 году, на год моложе Петербурга. Татары строили Петербург. Потом они на территории Эстонии строили гавани. Потом они в Адмиралтействе работали. В России первые 2 адмиралтейства это было Санкт-Петербургское и Казанское. И там работали татары, и татары поставляли лес для российского флота. Тяжелейшая была работа, они назывались лашманами, людьми леса. То есть они дубы через систему рек переправляли с Поволжья в Санкт-Петербург. Убийственная работа, и в татарском богатейшем фольклоре громадное количество есть песен, плачей, вот о тяжелой судьбе лашманов, которые погибали на этой работе. Что сказать? Значит, вот я написал книгу, ну, уже это 2-й том. Значит, татары на берегах Невы. Где почти 700 страниц, значит, почти 600 иллюстраций. И здесь практически охвачены все стороны жизни нашей татарской общины. Я, может быть, скажу немножко о журналистике, хотя Вахтиев немножко сказал. Значит, так как здесь журналисты, значит, в Санкт-Петербурге вышла книга Александра Петровича Сазанова, 2-й раз она уже выходит. И он ее очень длинно так назвал. Общая редакционная летучка, 300 лет. И ни дня без строчки. Журналисты, издатели, организаторы прессы Санкт-Петербурга, Петрограда, Ленинграда, Санкт-Петербурга. И он охватил 1703-2003 годы. И это громадное энциклопедическое издание. И я это купил, хотя она очень дорогая, внимательно просмотрел и очень похвалил Сазанова за эту гигантскую работу. Я говорю, вы один сделали такую работу, а в институте делали иногда годами. Вот. Но я ему сказал, что у меня есть очень серьезные замечания. Какие же замечания? Я ему сказал, что я вот не нашел своих выпускников, с которыми я работал. Он говорит, напиши о них, я их включу. Но это не так для меня важно было. Я говорю, Санкт-Петербург
активно участвовал, ну, я бы сказал, в том, чтобы происходило становление татарской печати в стране. Дело в том, что мы же помним, что Санкт-Петербург был столицей Великой империи, и все судьбоносные вопросы здесь решали. И, значит, вот часть наших деятелей включил в свою книгу, а многих не включил. Ну, это Атаулла Баязитов, 1847-1911 год. Он 14 лет писал письма, чтобы разрешили издать газету. И вот, наконец, он получил. И вот, значит, я посмотрел все это, он говорит, если хочешь, чтобы татарская струя вошла в мою энциклопедическую книгу, напиши. И вот я написал почти целую брошюру, ему передал мне тяжелое устройство. Значит, здесь и Баязитов, здесь Залилов, Мустав. Здесь многие наши люди, которые работали. Дело в том, что Санкт-Петербург, это, я бы сказал, вот так написал, Санкт-Петербург – культурная столица татар. Мне возражали, что это не совсем верно. Я в тексте написал, конечно, для татар культурной столицей является Казань, говорит Альбичева. Но если я назвал Санкт-Петербург культурной столицей татар, это тоже абсолютно верно. Почему? Потому что все важные документы, все судьбоносные решения решались здесь, в Петербурге. Первая мечеть гигантская, ну, сейчас она, может быть, поблекла на фоне новых мечетей, Санкт-Петербургская мечеть, имперская императорская мечеть. Взять, например, издание нашей священной книги Корана, здесь было впервые, если вы, вот, особенно гости из Казани, будете впоследствии Татарстана на Васильевском острове, то прямо через Большой проспект, там здание старейшей в стране типографии, это типография Академии наук. Там печаталось при Екатерине II первое издание нашего Корана. Ну, короче говоря, Сазанов послушался, я ему вот такой большой очень, большой объем информации дал, но пока не видел переиздания этого журнала. Я к чему это вам говорю? Что, может быть, и Татарстан, дело в том, что Татарстан хоть позднее других народов включился в издательское дело, не было разрешений. Но все-таки, когда Атаулла Баязитов издал первую газету, то сразу в Казани, в Оренбурге, в Москве, бурным потоком, то есть как будто у татар накапливалась веками энергия, и она должна была выплеснуться, и она выплеснулась. Санкт-Петербург занял громадное место вот в издательской деятельности. Здесь выпускались газеты одновременно, был период. Ну, может быть, до 10 газет на разных графиках, то есть на арабице, на латинице и на кириллице. И вот некоторые газеты я здесь привожу, они все у нас в публичной библиотеке хранятся. А к чему я это говорю, что, может быть, и в Татарстане тоже найдется или группа людей, или один человек, который тоже вот такую аналогичную и энциклопедию, может быть, сумеет издать. Значит, вот я прямо книгу показываю, вручаю. Вот татары на религиях Невы, вот почти 700 страниц, это две делегации, а чтобы потом вручить каждому из вас, он так не обещал. Теперь одну из своих ценных книг еще до этого написано. Татары в Великой Отечественной войне, блокаде Ленинграда. То есть для татарской журналистики эта тема всегда актуальная и нужная. И Постпредство ежегодно организует посещение коллективное Пискаревского кладбища, где мы проводим мероприятия. Где на Пискаревском кладбище были Шавиев, Миниханов, все руководители Татарстана, которые приезжают, считают своим долгом побывать, высаживать цветы на Пискаревском кладбище. Постоянное представительство издало книгу памяти, в какой-то мере с помощью Черепанова, он стал нашим хорошим другом. Вот. И более 18 тысяч фамилий там отражено. На самом деле погибло намного больше, просто не фиксировали. Пятитонками привозили, хоронили людей, там некогда было писать. Поэтому, значит, то, что мы выявили 18 тысяч, в моих книгах я пишу 14 тысяч, но за это время еще накопились поиски. Значит, вот эти две книги, там, кому руководитель вручить, так и будет. Теперь вот одну из своих ценных книг, я считаю, «Татары и русские. Историко-лингвистические размышления». Значит, такой книги в России еще не было, смело совершенно говорить. Она говорит о громадном влиянии татарского языка на русский язык.
Я даже прихожу к выводу и здесь пишу, что был момент, когда русский и татарский языки слились. То есть такое явление в лингвистике есть, когда сливаются языки. Я в этом совершенно смело пишу. Теперь я прочитал, наверное, более 1000 книг, пока написал эту книгу, в литературе почти 300 книг. А почему же такой не было? Сама тема она была в российской науке филологической, тюркизма в русском языке, татаризма в русском языке. Такая тема, она идет. Но она идет мелкими кусками, какими-то вот отдельными статьями. Вот такой, я бы сказал, всеохватывающей книги в России еще не было. Вот. Ее я тоже с удовольствием изучаю. Теперь вот в память о наших первых издателях. Вот у нас первые издатели, значит, был Дауд Ахадович Аминов. Дело в том, что когда советская власть была, такие книги мои никогда бы не прошли через цензуру. Я их не мог написать и не писал. И вот даже, когда появилась возможность немножко во времена перестройки, Дауд Ахадович Аминов, а он у нас был, значит, первым лицом, я бы сказал, которое национальное движение открыло. Это Мухлиса Хатин Зарипова была, она арабистка по специальности, женщина очень работящая, и нас многих обучила арабской графике. И я в своей жизни одну брошюру прочитал, татарскую книгу, написанную арабским буквами, и всегда благодарен Мухлисе Хатин. А Дауд Ахадович написал, значит, первую книгу, значит, «Татары Санкт-Петербурга». Она была издана, широко распространена. Он же написал, Дауд Ахадович Аминов, значит, краткая брошюра, но довольно-таки хорошо написанная, «Санкт-Петербург соборная мечеть». Это всем вам. Значит, так же, как Мухлиса Хатин Зарипова, так же, как Дауд Ахадович Аминова, мы очень много распоминаем, что они были очень сильными организаторами татарского национального движения, сами много сделали. Теперь вот не могу опять возвратиться, может, к теме войны. Вот просто случайно свою статью обнаружил. Кто первым водрузил знамя победы на Рейхстаге? Из татарских журналистов я первый поднял эту тему. Кто водрузил знамя победы? Не Егоров Кантария, а другая группа, включая и нашего татарского деятеля. А как получилось? Получилось так, что мой преподаватель Игорь Лисичкин, он же корреспондент газеты «Смена», потом корреспондент газеты «Ленинградская правда», вот, написал статью, осмелился, то есть пробил, что не те герои Кантария и Егоров подняли знамя победы. А потом я подружился с ветеранами войны. Значит, вот Грок такой, значит. Оказалось, у нас целая группа ветеранов войны яростно борется с властями за воссоздание правды. И вот потом эта тема уже была широко поднята. То есть я взял у Лисичкина, это распространение татары в Татарстане, и эта тема широко обсуждалась. Ну вот, может, кто не видел, издали даже видно, вот ксерокопия первой татарской газеты «Ну». Первой татарской газеты «Ну». И что я еще должен сказать? Вот хоть я написал десяток книг, и вроде даже вот эту книгу последнюю называют энциклопедической, то есть все стороны нашей жизни охвачены. Я что могу сказать, что есть такой известный писатель Бушков, о татарах тоже написал, и, по-моему, даже заголовок «Татары – страна незнаемая». Так вот я хочу вам сказать, я коренной житель Санкт-Петербурга, постоянно здесь живу, вроде постоянно изучаю жизнь татарской общины, но могу сказать, что, может быть, охватываем только 10% того, что здесь есть. Поэтому то, что я написал, Санкт-Петербург культурный союз татар, оно абсолютно верно, но она не изученная. Возьму некоторые аспекты. У нас есть так называемый Казанский фонд. Я не знаю, он сейчас сохранится или нет, или мыши съели. То есть так называемый Казанский фонд. А как он сложился? Татарский фонд книг. Дело в том, над татарами со стороны властей особый был контроль. Поэтому для татар было такое правило, что все книги на татарском языке должны были поступать в Санкт-Петербург, к генеральному цензору. И эти книги сложились ниоткуда без добра, вот создался татарский фонд. Его надо изучать. Теперь у нас в Институте воссохранения сотни тысяч лежат рукописей
на различных тюркских языках. И надо вот такую голову иметь, чтобы их расшифровать, описать. Но наши татарские ученые это сделали. У нас целая группа, все это у меня в книге есть, целая группа тюркологов, арабистов, тюркологов. Значит, тюркские рукописи разобрали. А Халидов Анас Бакиевич, он умер в Казани, переехал до 100 лет в Казань, значит, профессор, наш известнейший ученый, а он сделал описание рукописей, на которых хранится на арабской графике, на арабском языке. То есть наши востоковеды, татарского происхождения люди, сделали громадный факт. Все равно эти все источники не изучены. Сейчас молодежь возьмется за это дело, не знаю, но татары в Санкт-Петербурге, их жизнь, эта страна незнаемая. В архивах лежат громадное количество документов. Был момент, я одно время работал, потом жене говорю, я все, перестаю работать. Там такие документы находишь, что сердце начинает щипать, всякие отказы, наказания, все. Вот. Но их все равно изучать надо. Вот я говорю, книжные фонды, потом вот значит, архивы. Пока вещи не тронутые, мало изучить. И поэтому молодежь наша было бы, конечно, настаивать на том, чтобы эти документы изучали. Ну и был момент, значит, это уже старое издание «Татарская община Санкт-Петербурга». Это тоже мной составлено в свое время, тоже для истории передаю. Значит, с ней такая была история. Иногда, как бывает, «Татарская община Санкт-Петербурга». Я эту книгу сделал, и тут опять можно вспомнить и добрыми словами Маниру Тяховну Муратову, от которой буквально на днях скончалась. Вот ее снимки. Вот хорошее, красивое издание. И как мне организаторы рассказывали, был Всемирный конгресс татар, и наша делегация петербургская приехала, и они встретились с Тагиром. А Тагиров был тогда председателем Всемирного конгресса татар. А он, оказывается, доклад готовит. И он нашим говорит, да, я вас на дно поставил, потому что вы плохо работаете. А они ему подарили эту, он и перелистал, вот, не читай, перелистал. Снизу вычеркнул, наверх поставил себе нехорошо. Влияние печатной продукции. Но я вам скажу еще, тут журналисты сидят. Роль журналистов очень даже велика. И в просвещении, и в проявлении разных инициатив. Значит, приведу тоже такой пример. Я работал с обкором агентства «Татар-информ» и получал газеты, и там печатался «Татарские края», «Татары», сейчас, по-моему, не печатаются. Вот, на татарском и русском языке. И вот один раз очередной номер получил, и там надпись прочитал, что газета довела такую рубрику, где хранятся памятники татарской культуры. Ну и там в Оренбурге, в Казани, какие предметы или какие здания хранятся татарские. И вдруг читаю, сокровища хана Кубрата. Возможно, в Ленинграде. Ну, раз в Ленинграде, думаю, только, наверное, в Эрмитаже. Звоню Мухлисе Хамзиновне Зариповой, она у нас арабист, просвещен была. Говорю, Мухлисе Хамзиновна, что-то слышали? Нет, ничего не слышал. Я говорю, вот в газете прочитал, что, возможно, сокровища хана Кубрата хранятся здесь. Ну, вот. Она, наша же землячка там работает. Давай, вот телефон, звони. Я ей звоню, она говорит, я 18 лет работаю, Сильва Баянова такая. Сильва Баянова. Я, говорит, 18 лет в Эрмитаже работаю, ничего не слышала. Я говорю, вам партийное задание. Я, как работник постпредства Татарстана, вам даю партийное задание. Попробуйте разыскать. Через неделю звоню, нет, ничего не нашла, таких нет. А потом еще через неделю звонит, наш класс сокровища хана Кубрата. А как получилось, почему невозможно было найти? Они идут как Перещепинский клад. То есть это все равно, например, произведение Льва Николаевича Толстого «Война и мир» обозвать как-то по-другому, и там ее не найдешь. Так и тут. Значит, этот клад сокровища хана Кубрата, он шел как именно Перещепинский клад. И ни компьютер не выдает, и никто не знает. Наконец нашли. И колесо завертелось. Первый раз сюда приезжал Шайниев, мне посчастливилось сопровождать его. Вот. И я ему все это рассказал, вот эту всю историю. И он говорит, надо сделать выставку в Казани. И колесо завертелось, мне назначили на исполнительском уровне главным. Я познакомился, подружился с Петровским Михаилом Борисовичем, с его заместителем Матвеев.
к сожалению, скончался прекрасно. И у нас работа завертелась. И мы провели, если кто помнит, колоссальную выставку «Сокровища хана Кубрата» в Казани, исходно государственный Эрмитаж. А до этого они никогда не высовывались, их даже никто не знал. Они запрятаны были в законодательстве. Потом также провели выставку «Сокровища Золотой Орды». И мне опять что посчастливилось, Петровский человек очень занят. Очень занят. Он мне выделил 2 часа для разговора, для интервью. Я у него брал интервью по «Сокровищам хана Кубрата» и брал интервью по «Сокровищам Золотой Орды». И в частности, обе выставки он так назвал. Эти выставки – это уровень, как будто совершено мировое научное открытие. Оно так, кстати, и было воспринято. Мне кажется, вся Казань, наверное, эти выставки просмотрела. Столько было народа. Вот. Но у меня еще свое собственное, как журналистское приключение было такое. Я к этой выставке «Сокровища Золотой Орды» написал, небольшую книгу написал. И она мне называлась «Золотая Орда с высот Казанского Кремля». И послали ее на рецензирование в Казань. И рецензентом оказался академик Усманов, и критику накатал, и с таким специальным, кто такой Телешов, чтобы обозревать историю России с высот Казанского Кремля, как через Кубрат. Но меня под защиту взяли Петровский, Крамаровский, он главный специалист в стране по Золотой Орде. Книга эта вышла тиражом небольшим, 2000 экземпляров, но в первый же день в Казани она была раскуплена.